Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ. Главные новости дня. Торжества по случаю 71-й годовщины Великой Победы. Годовщина Победы в Бессарабке. Открытие православного креста в селе Дизгинжа. Благоустройство игровых площадок. Турнир памяти друга. Гагаузия отметила 71-ю годовщину Великой Победы. Ежегодно большое количество людей выходит на возложение к памятнику, чтобы почтить память тех, кого давно нет среди нас, но кто навсегда остался в истории и, главное, в памяти каждого человека. А для того, чтобы подрастающее поколение знало истинную историю своего родного края, была проведена акция под названием «Бессмертный полк», которая состоялась впервые. Подробнее о данной акции вы можете узнать, посмотрев наш сюжет. Гагаузия отметила 71-ю годовщину Великой Победы. В нынешнем году традиционное возложение цветов на мемориальном комплексе воину-освободителю началось раньше на 1 час, в отличие от прошлых лет, поскольку 9 мая совпало с православным праздником Радоница. Под звуки марша военных лет общественность Гагаузии торжественным шествием прошлась по центральной улице Камрата к памятнику воинов, освободивших наш город в августе 1944 года. Мы должны помнить тех людей, которые защищали нас, тех людей, которые отдали свою жизнь за свою родину. И чем больше мы будем помнить об этом, тем мы будем спокойнее и будем жить в мире. Это самое главное для нас. Участники возложения цветов по велению своего сердца вышли на данное мероприятие, чтобы отдать свой долг гражданский тем, кто героически погиб в Великой Отечественной войне. Мы должны почтить память тех людей, которые дали нам возможность развиваться и жить дальше, нам и нашим детям. Чтобы оно никогда больше не повторялось, чтобы мы никогда не видели тучи войны, чтобы видели фейерверки, салюты, чтобы наши дети никогда не знали о ужасах войны, кроме того, что по книжкам и по фильмам. И победы, которые у нас будут, кроме вот этой победы, которую мы сегодня празднуем, пускай будут спортивные и другие, но не победы в военных действиях. Наверное, надо побольше смотреть фильмов, которые освещают войну, страшную войну, где погибли наши прадеды, наши родители. Поэтому чтить память сегодняшний день каждого человека долг. И я очень сожалею, что этого не понимают многие. Мы ежегодно отмечаем этот памятный день, особенно дети тех, кто воевал. У моего отца было 7 братьев, и он только один пришел с войны. Поэтому не помнить этот день – просто одно кощунство. А сколько в концлагерях уничтожили детей, женщин, невинных людей и со всех стран, которые сегодня где-то, выполняя, может быть, какой-то чей-то заказ там политический, пытаются ломать историю. Особенностью проведения нынешнего празднования Дня Великой Победы является акция «Бессмертный полк», которая в Гагаузии состоялась впервые. Акция организована с целью, чтобы молодежь знала настоящую историю своего края, так как есть попытки исказить ее подлинность, отметил начальник управления спорта и молодежи Гагаузии Максим Болгар. Необходимость в том, для того, чтобы была память, потому что это наша история, это трагические страницы нашей истории. Но мы должны об этом знать, потому что есть сегодня много фильмов, много рассказов, но и тем более сегодня очень много попыток исказить факты, исторические факты. Поэтому наша задача управления молодежи и спорта, исполнительного комитета, привлекать как можно больше молодежи к патриотическим мероприятиям. Помнить подвиги наших прадедов, что они дали нам нашу жизнь, они защищали нас, боролись за нас. Большое им спасибо, мы должны быть им благодарны за это. Это мой прадедушка Ермолаев Константин Иванович. Старший техник, лейтенант, закончил войну под Прагой, по-моему. После этого был военным комиссаром в городе Бендеры. Это Колев Георгий Георгиевич, он гагауз по национальности, он тоже участник Великой Отечественной войны. Это вообще очень хорошая акция тем, что она показывает, что и наш народ участвовал в Великой Отечественной войне, и они претерпели не просто какие-то тягости, там, голодовки, но и были непосредственными участниками боевых действий, и нам тоже есть с кем гордиться. Думаю, это правильно, что мы проводим такие акции, потому что тем самым мы показываем, что мы помним этих людей, что мы помним, что они сделали для нас, ведь благодаря им мы
живем. Это портрет моей классной руководительницы Майи Владимировны. Это ее дедушка Степанов Иосиф Иванович. Вечером, в День Победы, на мемориальном комплексе воину-освободителю был проведен праздничный концерт 1418 свечей. Празднование Дня Победы состоялось также в Бессарабке. Погода в этот день людей не порадовала, но несмотря на это, они вышли для того, чтобы отдать дань уважения павшим воинам и, конечно же, ветеранам, которые еще с нами. В честь данного мероприятия высказались множество людей, выразив благодарность героям, не пожалевшим жизни ради мира. Подробнее далее. 9 мая, несмотря на пасмурную погоду, перед зданием городадминистрации постепенно собираются люди с цветами. Есть среди них и легендарные личности. Это ветераны Великой Отечественной войны и труда. День Победы для них – праздник со слезами на глазах. Мы воевали за Родину, за счастье народа, за счастье людей, за счастье, чтобы жили. Молодое поколение сегодня нам, ветеранам, и пожилым, гордиться нужно. И постарались, чтобы у нас действительно была независимая, неделимая и нейтральная. Вот это наша республика. Мы родились здесь, мы ее должны сохранить и беречь. Мы должны всегда помнить День Победы. Особенно молодежь должна обращать внимание на то, что праздники, те, которые завоевали народ, погибли, миллионы людей, праздновать, помнить всегда, постоянно. Праздник этот нам жизнь дает. Праздник этот вдохновляет в жизнь. И всегда надо помнить, и всегда надо благодарить за то, что мы живы, за то, что мы будем жить. Среди собравшихся были не только представители взрослого поколения, но и дети. По словам Ани Чевдарь, День Победы для нее очень большой и значимый праздник. День Победы – это великий праздник. Это когда СССР победил немцев. Люди сражались за нашу родину, страну, чтобы она процветала, всегда была красивой и свободной. Ровно в 8:30 колонна выдвинулась к мемориалу павшим воинам. Ее приветствовали школьники с цветами, флагами, воздушными шарами и фотографиями солдат Великой Отечественной. Все они стали участниками акции «Бессмертный полк». Кто у вас изображен на фото? Это дедушка и бабушка мои, прошедшие всю войну, вот, воевали, дошли до Берлина дедушка, бабушка в Подмосковье воевала. Оба выжили, приехали в Молдову поднимать нашу Молдову. Торжественный митинг, посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, был открыт. Ветеранов и всех собравшихся поприветствовали первые лица города и района Басарабяска. Я хочу вас всех поздравить с таким великим праздником 9 мая, с Днем Великой Победы. Преклоняясь перед вами, низкий вам поклон ветеранам. Дай Бог вам долгих лет жизни, здоровья, любви, чистого неба над головой. Спасибо вам за мирное небо над головой, за то, что ценой невероятных усилий вы устояли в той страшной войне и возродили израненную нашу страну. День Победы будет храниться вечно. Я уверен, что и дети, и внуки победителей будут также крепко любить свою родину, сохранять традиции и помнить о подвиге своего народа. Слова благодарности ветеранам высказал и председатель районного совета ветеранов Федор Шупак. В боях за освобождение нашего города погибло 32 солдата и офицеров. Чем дальше мы уходим от Дня Победы, среди нас ветеранов остается все меньше и меньше. Сегодня у нас в городе осталось 4 участника Великой Отечественной войны.
и 5 приравненных участников Трудового фронта. Служители церкви святого Николая Чудотворца провели панихиду по миллионам солдат и мирных людей, ставших жертвами фашизма. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Нет больше той любви, как если кто душу свою положит за друзей своих, говорит Господь и Бог наш Иисус Христос. И поэтому мы и прославляем, и хвалимся тем, что в нашем Отечестве есть люди, которые посчитали, что будущее нужно защищать даже ценою своей жизни. И оставили там на поле брани и жизнь свою, для того, чтобы дети их, внуки их, правнуки жили в мире. Память павших в годы Великой Отечественной войны присутствовавшие почтили минутой молчания. В честь 71-й годовщины Победы в небо были выпущены воздушные шары. Митинг завершился возложением цветов к мемориалу славы. Право первыми это сделать было предоставлено ветеранам. Затем дань памяти героям Великой Отечественной отдали горожане. Празднование Дня Победы продолжилось на площади перед городским домом культуры. Празднование 71-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне завершилось в Камрате акцией под названием «1418 свечей памяти» и концертом патриотической песни. По приглашению организаторов в мероприятии приняло участие более 1000 камратчан и гостей города. Акция проходит в Камрате уже в 5-й раз при поддержке патриотической организации «Наследники Победы» и под патронатом Ирины Влах. Российская Федерация поддержит запуск 44 проектов на территории Гагаузии, отмеченных на региональном инвестиционном форуме «Гагаузия Инвест-2015», поскольку видят в Гагаузии надежного партнера, способного честно выполнять взятые на себя обязательства. Об этом во время визита в Чадурлунгу заявил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в нашей стране Фарид Мухаммедшин. Он видит большие перспективы развития отношений между регионами Российской Федерации и Гагаузией. Накануне Дня Победы в Великой Отечественной войне на площади Великого национального собрания в Кишиневе выставили военную технику США и молдавской армии. Некоторые жители Кишинева не упустили случай сфотографироваться у техники с российскими флагами и раздать американским военным георгиевские ленточки. Причиной возгорания в гараже районной администрации Вулканешт стало короткое замыкание. В результате возгорания в гараже администрации района пострадала кровля площадью в 40 квадратных метров. Министерство культуры Молдовы поддержало внесение гагаузского национального праздника Хидерлес в список охраняемых праздников ЮНЕСКО. В министерстве уже начали подготовку соответствующих документов. В селе Тискинжа состоялось открытие православного креста. Средства для возведения креста выделила семья Сары, пожертвовав свои личные средства. Такой поступок оценили все односельчане и в день открытия памятника выразили свою благодарность. В честь этого события была организована церемония. Подробнее об этом в нашем следующем сюжете. Нечасто можно встретить мецената в наши дни, который готов во благое дело для своих сельчан вложить собственные средства. Особенно в селах Гагаузии, что, к большому сожалению, с каждым днем все больше пустеют. Сегодня, в день празднования национального праздника Хидерлес, дизгинжинцы собрались при въезде в село на торжественную церемонию открытия православного креста, возведенного на личные пожертвования семьи Сары, уроженцев села. Торжественную литургию
литургию по случаю открытия креста отслужил настоятель Свято-Троицкого храма иерей Василий. Он поздравил всех жителей села с праздником Святого Георгия и поблагодарил семью Сары за воздвижение распятия. Всех с праздником сегодня, благополучие, спасение душевное, здоровья побольше, Божьей помощи во всем. Ангел-охранитель, дай Бог, чтобы действительно все... Дрокиевцы продолжают благоустраивать город. На этот раз была организована массовая акция по благоустройству городской спортивной площадки для детей. Жители с самого утра дружно выполняли все необходимые работы, имея одну общую цель – поддержание родного города в достойном виде. Подробности данной темы далее. Жители города Дрокия продолжают весеннюю уборку. Они организовали массовую акцию по благоустройству городской спортивной площадки для детей. Было организовано несколько мероприятий по благоустройству детских спортивных площадок. Это вторая по счету. У нас 2 игровые площадки, которые мы стараемся поддерживать в хорошем и безопасном состоянии. Готовим их к тому, чтобы дети со всего района и города могли приходить сюда и играть. Дрокиевцы вооружились инструментами и вышли, чтобы вместе навести порядок. Они покрасили игровые комплексы, благоустроили футбольное поле и собрали мусор. Мы вышли вместе с коллегами, чтобы навести порядок на игровой площадке. Это очень важно и нужно. Были окрашены все спортивные снаряды, благоустроено футбольное поле. Такие акции необходимо организовывать чаще. Мы наводим порядок и понимаем, что нужно соблюдать чистоту. Работаем для того, чтобы в городе было чисто для всех, включая деток. В благоустройстве игровой площадки приняли участие и жители соседнего дома. Участвуем в благоустройстве нашего двора, в котором мы живем. Чем можем, собственными силами. Небольшая помощь тоже часть чего-то прекрасного. Это вторая по счету детская игровая площадка, приведенная в порядок при участии жителей города Дрокия. Они расположены на улицах Гуданова и Буребиста. Всего за последние несколько лет в городе Дрокия было благоустроено 2 игровые площадки в городе и 3 во дворах жилых домов. Сотрудники пенитенциарного учреждения Таракли организовали в честь бывшего руководителя памятный турнир, который состоялся на футбольном поле 7 мая. Большинством участников были бывшие и нынешние сотрудники пенитенциарного учреждения. Подробнее о данном мероприятии далее. Сегодня на поле почти ни одного профессионального футболиста. Большинство из них бывшие или нынешние сотрудники пенитенциарного учреждения. Турнир проводится 2-й год подряд. 3 команды, разношерстный состав. У кого-то в игре больше навыков, у кого-то меньше. И здесь не важна сама техника игры, не важна победа. Турнир – дань памяти скончавшегося на 52-м году жизни бывшего руководителя тюрьмы Тараклия. Здесь не профессиональные футболисты, за исключением там Стоянова Петр Петрович, он профессиональный футболист. И остальные все любители, как смогли, так и сыграли. Но сам факт не этот, а сам факт, что мы своими вот этими действиями хотим помянуть Бошко Леонида Дмитриевича, что был он хороший человек, хороший руководитель. И поэтому мы собираемся вот уже 2-й год подряд. 2-й год подряд принимает приглашение поиграть в память друга заместитель председателя района. Сегодня он тоже приложил максимум усилий, чтобы достойно выступить на поле. Хотя, признается Павел Тарлев, профессиональной игрой он никогда не занимался. Однако это не только дань памяти, это назидание подрастающему поколению. Я очень люблю футбол. К сожалению, не все у меня получается в игре, но люблю, прихожу, бегаю, играю в мере своих возможностей. Рядом с нами пришли и наши дети. Вместе с ними мы поиграли в футбол. Сейчас состоится финальный матч, выявим победителя. И думаем, что этим самым мы прививаем к молодежи любовь к футболу. И тем самым и в честь хорошего человека мы, его друзья и коллеги, решили учредить турнир по мини-футболу. Чуть более подкованным в футболе оказался исполняющий обязанности мэра города Сергей Гаврилица. Он также работал в пенитенциарном учреждении и с радостью вышел поиграть сегодня в любимую игру в честь Леонида Бошкова. Футболом я занимаюсь с детства. Лет с 8-9 занимался профессионально. Сейчас уже чисто так хожу.
бегаю вот на площадке футбольной, когда есть время свободное. Насчет данного турнира, почему я решил принять участие, дело такого рода, что это человек, в память кого мы проводим. Это были все новости на сегодня. В студии работала Елена Челак. Больше наших новостей вы можете посмотреть на нашем новостном сайте atv.md. До встречи в эфире.